Сегодня мы пообщаемся с вами о специальном типе ВНЖ для тех, кто собирается проходить лечение в Турции. Для начала я хочу сказать, что если у вас проблемы со здоровьем, то вы можете смело рассмотреть Турцию в качестве страны для прохождения лечения. Я знаю это на своем личном опыте, потому что я лечила свою маму здесь от онкологии. И в Турции уровень медицины, во-первых, достаточно высокий, а во-вторых, расходы на лечение и проживание гораздо будут меньше, нежели в той же самой Европе. Ну а самое главное, что есть некоторые заболевания, которые требуют немедленного вмешательства, и промедление может быть чревато серьезными последствиями. А в Европу, там, как вы знаете, нужно подать на визу, ждать одобрения и так далее, чтобы туда вообще выехать. Турция предоставляет многим гражданам стран СНГ безвизовый въезд и возможность остановиться на некоторое время, чтобы уже обратиться в больницу, начать лечение, а уже потом подать, соответственно, на специальный тип вида на жительство. Он так и называется – вид на жительство на основании лечения. Иностранцы могут быть госпитализированы как в государственные, так и в частные медицинские учреждения. И основанием для получения такого вида на жительство может являться как стационарное, так и амбулаторное лечение. Самым главным условием является предоставление доказательств того, что вы обладаете достаточным доходом или достаточной суммой денежных средств на счету для того, чтобы покрыть свои затраты на лечение, пребывание в Турции, медикаменты, возможно, посторонний уход и так далее. Здесь есть такая возможность, что турецкий гражданин даже может, например, поручиться за иностранца, что он готов все расходы на лечение в Турции обеспечить. Вот, например, как я, как турецкий гражданин, давала такое нотариальное обещание в отношении своей мамы, когда привезла ее в Турцию на лечение. ВНЖ, срок этого ВНЖ, он устанавливается соответственно с планом лечения. То есть насколько будет ваше лечение, настолько примерно и будет выдан вам вид на жительство. Также при подаче заявки миграционная служба обязательно потребует информацию о вашем диагнозе, о вашем плане лечения. Для этого подойдут просто документы из больницы о предварительном обследовании, возможно, эпикриз, возможно, результаты консилиума врачей, план лечения и так далее и тому подобное. Иностранцы, которые будут нуждаться в постороннем уходе во время лечения, могут также привести с собой сопровождающего. Сопровождающие из разных стран мира, из большинства стран мира могут рассчитывать на упрощенные схемы получения вида на жительство. Например, во многих случаях не требуется от них обязательно медицинская страховка и так далее. Лучше все условия узнавать у миграционной службы в том регионе, где вы планируете лечение, потому что на практике все это применяется очень сильно по-разному. Я желаю вам здоровья. Надеюсь, что серьезная болезнь наших уважаемых подписчиков никогда не коснется. Ну, а если коснулась, то я прекрасно понимаю, что когда человек болен и думает о глобальных вопросах своего здоровья, то ему никак не до этих всех бумажных дел и улаживания вида на жительство. Поэтому оставьте этот момент профессионалам. Вы можете обращаться к нашим адвокатам за консультацией, и они помогут вам получить ВНЖ на основании лечения в Турции. Здоровья вам, всего вам доброго и до встречи!